Привет, меня зовут Мурат Гедугов, я являюсь сотрудником организации Алашара и по совместительству мастером ножевого дела. Мое хобби – изготовление ножей. Процесс изготовления ножей – это в первую очередь работа с металлом, с деревом и с кожей. Если у человека есть опыт работы с такими материалами, в принципе он сможет заниматься изготовлением ножей. Абазинский нож – это национальный нож Абазин и абхазов. Его отличие от других ножей – это седловидная оковка, наличие седловидной оковки, особенности клинка и особенности самих ножен. Металл подобрать не столь сложно. В интернете продается огромное количество различных материалов и металлов в том числе. Нужно просто зайти в интернет и погуглить и найти. На сегодняшний день есть два вида абазинских ножей. Это паспа и мцаска. Паспа – это нож, который имеет прямую рукоятку, и в свою очередь он подразделяется еще на 4 подвида, которые отличаются между собой в основном только размерами самого клинка. Это большой нож рахшега, средний нож паспа, малый нож пасага и самый маленький нож цклас. В общем, предназначение абазинского ножа, что в прошлые времена, что в эти, оно не изменилось. Нож предназначается для хозяйственно-бытовых нужд. Это разделка крупного рогатого скота, мелкорогатого скота, домашние птицы, мясо и, может быть, шинкование каких-то продуктов, овощей. То есть он применяется на кухне, грубо говоря. Изготовить один нож в среднем уходит времени от 3 до 5 дней, если заниматься постоянно этим. Если нет, то до недели. На сегодняшний день нет каких-либо специальных курсов по обучению изготовлению ножей. Обучиться изготовлению ножей можно только у самих практикующих мастеров, и это очень хорошо для самого начинающего мастера, потому что он окунается сразу в процесс и максимально быстро начинает обучаться. Научиться процессу изготовления ножей примерно можно за полгода. Нет, конечно, не можно, потому что нож предназначен для реза, а если нужно что-то порубить, то нужно использовать либо топор, либо какой-то топорик, иначе сам нож будет выкрашиваться, режущая кромка будет ломаться. Данный нож не подпадает под понятие холодное оружие, и ни в коем случае его нельзя использовать в таких целях. Он несет в себе функцию только хозяйственно-бытового предмета. Этапы изготовления ножей лучше рассмотреть на практике, так что давайте приступим к этому процессу. Сам процесс изготовления ножа можно разделить в общем-то на 3 этапа. Первый этап – это работа с самим клинком, второй этап – работа с рукояткой, третий этап – это работа с ножнами. На сегодняшний день у нас есть такая паковка, которая, между прочим, пришла мне из Абхазии. С ней мы сегодня будем работать, из нее мы будем делать на сегодняшний день клинок. Форма у нас уже имеется, на данный момент можно просто уже подойти к гриндеру и начать вытачивать. Здесь мы будем сейчас работать, будем формировать режущую кромку, будем делать спуски с помощью такого замечательного оборудования, как гриндер. Будем также использовать ленты и будем их менять от более грубого зерна к более легкому. Давайте приступим. Практически наш клинок, можно сказать, готов. Мы сформировали режущую кромку, сделали спуски. Спуски в абазинском ноже, они чаще всего идут от обуха. Обух – это верхняя часть самого клинка, эта толщина. Здесь тоже, обратите внимание, мы убрали лишние части самого металла, сформировали наш длинный хвостовик. И обратите внимание на то, что в конце этого хвостовика мы сделали эту резьбу. Клинок у нас готов, мы его обклеили, чтобы не было каких-либо механических повреждений. Теперь мы приступаем ко второму этапу, то есть к изготовлению самой рукоятки. Изготавливать мы ее будем из такого материала, который называется граб. Он произрастает у нас здесь на Кавказе, но в своем изначальном виде он светлый, его просто пропитывают какой-то химией, он становится черный. На сегодняшний день этот материал он очень актуален
очень пользуется спросом, потому что вот черная рукоятка, она вот придает самому ножу какой-то более брутальный, более мужественный вид. Просверливаем его насквозь, чтобы хвостовик нашего клинка проходил полностью по внутренней части этой рукоятки. Делаем традиционный пропил, который как раз таки отличает абазинский нож от других остальных. Да, вот такой небольшой пропил, в который войдет наш клинок. Прежде чем мы будем вставлять наш клинок в саму рукоятку, нам нужно разместить на нижней части самого клинка вот эту традиционную оковку. Вот она выглядит таким вот образом. Мы ее в данный момент сделали из латуни. И вот таким вот образом мы прикрепляем данную традиционную оковку. Вот посмотрите. Вот эта традиционная оковка несет название кудер по-абазински. По-русски означает седло. То есть она имеет такую седловидную форму. И после того, как мы разместили вот эту оковку на самом клинке, мы ее вставляем в будущую рукоятку. Да? Преждевременно сделав там небольшой такой вот пропил. Вот, как мы говорили, хвостовик нашего клинка, он проходит полностью сквозь самого вот этого граба нашего, рукоятки, да, и выходит с тыльной стороны. Здесь мы просто вот вставляем сюда наши декоративные элементы, вот в таком формате. В конце мы вставляем более толстую латунь и потом вот временно закручиваем и фиксируем, тем самым стягивая полностью все наши элементы рукоятки. В общем-то, сборка рукоятки завершена. Следующий этап — это полностью заклеивание всей нашей рукоятки обычной эпоксидной смолой, желательно прозрачной. В принципе, вот наша рукоятка уже склеена, получается. Сам процесс склейки мы не показывали, потому что он достаточно прост. Просто нужно вот клей залить вовнутрь и вот проклеить вот эти вот вставочки. И обратите внимание, вот эти вот ушки мы тоже уже отогнули и тоже их наклеили. То есть у нас вот сформировалась так называемая традиционная абхазо-абазинская оковка кудер. Да, вот если посмотреть сбоку, похоже на седло с одной и с другой стороны. Далее мы будем формировать форму самой рукоятки, и делать это мы будем на гриндере. Переходим на гриндер. Вот на этой ленте с максимально крупным зерном мы будем выводить черновой вариант самой рукоятки, а далее вот на отрезных кругах будем избавляться уже от крупных мелких царапин и выводить уже чистовой вариант самой рукоятки. Надеваем маску и приступаем к работе. В общем, можно сказать, что наш нож уже готов. Осталось его немножечко зачистить, убрать небольшие риски на самом клинке. Но основной этап создания рукоятки у нас завершен. Осталось только вот приделать небольшую закрутку с тыльной стороны самой рукоятки. Если вы помните, мы на самом хвостовике клинка делали резьбу. Она вот нужна для того, чтобы вот такую небольшую закрутку приделать с тыльной стороны. И вот на данный момент получается наш нож практически завершен. Осталось сделать ножны, и можно смело отдавать его своему хозяину. Второй этап создания рукоятки завершен. Приступаем к третьему этапу — шитью ножен. Сейчас мы приступаем к шитью ножен для абазинского ножа. Традиционные ножны под абазинский нож, они состоят из двух элементов. Первый элемент — это деревянный вкладыш, второй элемент — это кожа. На данный момент мы будем сейчас делать деревянный вкладыш. Для этого мы
взяли такой небольшой брусок дерева, ложим сверху наш нож и обводим контур нашего ножа. Сначала с одной стороны, потом его переворачиваем и обводим уже с другой стороны. Особенностью абазинских ножен является то, что ножны в него вставляются как с одной стороны, так и с другой стороны. То есть получается ножны двусторонние. Вот, мы обвели контур нашего ножа, после чего нам нужно будет взять стамеску и понемногу удалять лишнюю часть самого дерева. Тем самым формируя выемку под сами ножны. Наш деревянный вкладыш готов. Вот так вот он выглядит в конечном своем варианте. Обратите внимание, с внутренней стороны он имеет такую ступенчатообразную форму, потому что когда нож вставляется в сами ножны, вот эта ступенька, она играет роль ограничителя. То есть она на этом месте останавливается. Рукоятка и клинок. Вот, как мы уже ранее говорили, ножны у нас двусторонние. Нож можно вставлять как с одной стороны, так и с другой стороны. Вкладыш у нас получается готов. Осталось теперь его обернуть в кожу и зашить. Делается это следующим образом. Формируется лекало. Для начала мы берем обычную фольгу, обворачиваем сам наш вкладыш ножом, полностью его обворачиваем. Потом мы берем вот такой вот скотч и тоже понемногу полностью этим скотчем обворачиваем наш вкладыш. Вот, мы полностью обернули наши ножны вместе с ножом, сделали такое лекало. Теперь нам нужно будет всю эту конструкцию разрезать. Просто-напросто срезаем мы данную фольгу, обвернутую скотчем. Снимаем этот слой, и у нас формируются вот такие вот лекала. Лекала, по которому мы сейчас будем вырезать часть кожи. Обрисовываем наши лекала. Обратите внимание, что здесь снизу нужно оставить еще небольшой участок кожи. Я объясню, что это такое после того, как ножны будут готовы. Берем обычный нож канцелярский и просто-напросто вырезаем по контуру кусочек этой кожи. Вот так вот выглядят наши ножны после того, как мы их сшили. Мы вырезали по лекалу кусочек кожи и просто взяли и обернули наш вкладыш вот этой вот кожей и прошили ее вдоль красными нитками. Традиционные ножны, они, как мы говорили, отличаются тем, что состоят из двух элементов. Это вкладыш и сама кожа. Сама кожа в самом конце имеет такой небольшой лепесточек. Нужен он для того, чтобы, когда он висит, просто одной рукой взять за нее, а второй рукой вытаскивать сам нож. Давайте посмотрим, как это все работает. Нож вставляется как с одной стороны, так и с другой стороны. Осталось вот здесь вот приделать небольшую бусинку, за которую можно вытаскивать сам нож. И нож готов к эксплуатации. Я выбрал это ремесло по той причине, что это имеет отношение к моему народу, и изготовление таких абазинских ножей практически уже ушло в историю. Ножевое дело, оно очень популярно в мире. Ни одного человека нет, который бы не пользовался ножом. Ни одного человека. Поэтому, чем больше мы будем популяризировать этот нож, тем больше людей будут узнавать о том, кто такие абазины, интересоваться нашей историей, нашей культурой. Процесс изготовления абазинского ножа непростой. Но когда ты его делаешь, ты сталкиваешься со многими сложностями, но после того, как ты завершил работу, после того, как ты видишь в своих руках результаты своего труда, ты получаешь несказанное удовлетворение и ощущаешь связь со своими предками. Ты словно делаешь историю, ты словно становишься частью истории, которая передается из поколения в поколение. Вот такой вот нож, он прослужит долгие годы своему хозяину и будет ему верным спутником и помощником в любые времена.